Да будет свет. Так. Wir brauchen mehr Ассалам алейкум. Приветствую всех. И снова я, дикий десантник. Как меня слышно? Как меня видно? Так. Привет, Украина. Ва алейкум салам. Привет, Украина. Слышно хорошо. Эфир только начался. Фрейман 95. Но один минус, говорит, Байбатыров Мансур. Какой же? Дик Гушу, Дик Хэш. У тебя микрофон как Тополь М. Подвинем его чуть-чуть, чтобы не мешал. Так, нацелен на НАТО. Да. Тополь М уже не смеется Тополь М. Мансур Байбатыров, слишком медленно разговариваешь, чуть побыстрее, можно, пожалуйста? А ты там перемотку поставь. Надо же, я же не ведущий. Надо осмысливать, что говоришь, надо анализировать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, это и так много ошибок бывает. Так, Мансур, Аслан Аллачу, салам Машал Догрек. Машал Ду Мансур, Аллачу. Массарга. В Житомире дождь. У вас Житомир прям как Гамбург, постоянно дожди. Салам алейкум, Аслан говорит, Умахан Андийский. Ва алейкум салам, с праздником Ураза Байрам тебя. Спасибо и тебя тоже. Ва алейкум салам, Джахар, камеру чуть-чуть пониже, если можно. В смысле пониже? Пониже это как? Вот так? Сейчас. Вот так, да? Так, ладно, оставим так. Тополем на НАТО. Хорошая шутка. Так, Егор, салам аслам. Так что насчет лорда? Насчет лордов, ну смотрите, да, хотел не сразу с этого начать, но раз задаете вопрос, так, добрый вечер, Монтайн, ва алейкум салам, no name, всех приветствую, всем рад. Смотрите, ситуация следующая. По поводу ОБСЕ и московского механизма по мониторингу за правами человека во временно оккупированной Ичкерии я уже говорил. И сейчас идет усиленный такой план по изменению, замены вот этого главного гауляйтера, главного надсмотрщика, управляющего на другого, так как все попали под санкции. Соответственно, эти люди не смогут никуда выезжать, да? Эти люди попадают под санкции, и у них начнутся большие проблемы. В том числе и в арабские страны, которые иногда не ездят. С ними встречаться тоже особо будет нельзя, да? Разве там Путин не попал именно лично под санкции? Соответственно, его окружение, все, кто попадает под санкции, у того возникают проблемы. И нужно заменить кого-то. Придумали Муслима Хучиева, да, одного из старых кадров КГБ. Так вот, получилось так, что он тоже автоматически сразу был внесен, как только его фамилию озвучили, он сразу попал под эти санкции и попал в список. Работа ведется очень серьезная, очень большая, чтобы вы знали. Тогда появилась новая кандидатура на замену Кадырова. Это вот этот Тимур Даудов, потом позже Магомед Даудов по кличке Лорд. Так вот,
неизвестно, случился ли на самом деле инсульт или нет, но факт остается фактом. Из близкого окружения есть информация, что у лорда случился инсульт. И он как бы в тяжелой форме, в тяжелом состоянии сейчас находится. Обширный такой инсульт. И вот сегодня вышло видео такое, гуляло, да, что там Кадыров с лордом, там все нормально, они там общаются. На самом деле это старая запись. Опять же, по неподтвержденным данным, пока мы только имеем все на уровне слухов, но возможно инсульта не было, но инсульт как бы представляется для того, чтобы вот этот человек не заменил Кадырова, так как Кадырову очень не хочется расставаться со своей вот этой должностью. Вот в принципе пока вот такая информация. Более, если будет поступать информация более подробная, я буду сообщать. Да, Ричард Сваровский, инсульт для наших врагов это сила. Так, поехали дальше. В принципе, случится у них инсульт или нет, это не имеет особого значения, да, так как все равно над ними уже тучи сгущаются, и вопрос стоит, дело времени просто, и все. Так. Валейкум салам, нох чи нох. Олег Станкевич, витаю из Беларуси. Олег, Беларусь, витаю. Заменяют Кадырова. Да, Кадырова хотят заменить. Кадырова хотят заменить. Скорее всего заменят, так как деваться некуда. Заменят не только Кадырова, но и Путина. Будем ждать. Будем ждать. Так, Вильпис Инкульт. Ассаламу алейкум, ассалам. Трансляция. Хирюй. Ва алейкум салам, Вильпус Инкульта. Я постараюсь, конечно, сделать трансляцию с митинга, но посмотрим, как технически будет все, как это будет у нас возможно. Постараюсь сделать, конечно. Ну, посмотрим. Ничего не обещаю. Но то, что мы запишем и потом я выложу, это точно. Так, ноунейм. Одно удовольствие смотреть оппозицию нынешнего режима. Так, Генесмы, бузетеры, там кого-то качка пустят, типа его не подстрелили. Кадырова намыла, Ичкерии свободу. Андреас Васильевскас. Правильно. Сенатора, я хочу, чтобы была гражданская война в России, говорит сенатора. И опять огонь. Сенатора, хватит поджигать. Но то, что Россия должна развалиться и тюрьма народов, наконец-то, в конце концов, последняя империя должна перестать существовать, это однозначно. Так, Das Рих. Как ты ставишься к тому, что в новой Чечне и Ичкерии будет не демократическое устройство правления, а шариат? Я уже миллион раз отвечал на этот вопрос. У нас есть конституция, по которой мы будем жить. Все. Егор, Аслан, ты думаешь, что Путин заменит Кадырова? Просто Путин верных людей обычно не заменяет. Да, конечно, ну, понимаешь, есть ситуация, когда ты просто вынужден, да, его поднять на повышение. Там ведь важно же, там ведь не один Кадыров там преданный. Там все, кто повязан кровью, они преданы по факту, да, им деваться некуда. Они будут служить до конца, так как пока есть Путин, есть они. Нету Путина, нету тех людей, которые есть вокруг него.
Зелимхан Абрекович, Аслан, ассаламу алейкум, но чуть-чуть маш материю. Ва алейкум салам, когда освободится Чечения, спрашивает Зелимхан Абрекович. Ва алейкум салам, освободится, когда мы ее освободим, когда все мы приложим силы. Так, свободу Татарстану, говорит Зиви Джимал. Согласен. Сайфулла Чеченский, Аслан, ассаламу алейкум, я в дороге, как ты? Ва алейкум салам, супер. Я дома. Свободу Кавказу, говорит Зви Джумал. То, что Путина уберут, я уже слышу уже 20 лет. Ну, еще, может, 20 лет потерпим. А что делать? Главное не сдаваться, правильно? Главное же не то, что там сколько-то лет. Главное, есть государство, и мы стоим за свое государство. И все. Так, покупайте билеты на стрим. Цена 1 лайк, говорит Марк. Приветствую, Марк. Так, брат, ты настоящий онах. Кстати, насчет... Вы пришли к общему мнению насчет Тумсо? Нет, не пришли к общему мнению. Человек избегает, он... Кстати говоря, возвращаясь к этому человеку, у нас будет митинг. И он будет в субботу. Официально для человека, который 3-4 раза обо мне говорил и 3-4 раза соврал, исказил факты, да, может неумышленно, но почему-то всегда получается, что откровенно врет. Категорически нельзя мусульманину врать. Так вот, суббота это шаббат. В субботу, в шаббат, евреи не празднуют, не отмечают, ничего не делают. У них это праздник. Я этот день выбрал в прямом эфире, спросив вас, в месяц Рамадан мы сделаем своих зрителей или после месяца Рамадан. И первая суббота, первые выходные после Рамадана я выбрал это 8 число. Этот деятель очередной раз соврал и сказал, что это делается там депортация евреев, которых из Германии депортировали. Их, кстати, депортировали, по-моему, в октябре 1938 года. Сейчас на дворе июнь. Это не делается, мы не уходим на акцию в поддержку там евреев или вместе с ним отмечать. Что я не вижу ничего зазорного уходить. Я просто поясняю, почему мы делаем. Единственное, что мы будем делать, так это у нас будут таблички депортированных евреев 1938 года, которые у меня уже есть, которые я раздам всем, кто придет на митинги. И мы скажем, чтобы те чеченцы, которых сейчас депортируют, да, на верную смерть в Россию, на пытки и смерть, чтобы готовили таблички и для них, да, чтобы там, где в каком доме, знаете, есть такие таблички, я их показывал как-то у себя в эфире. Есть таблички, где, они где-то 10 сантиметров на 10, где-то, может, 15 сантиметров на 15, 10 на 10 где-то. Медные таблички, на них написано имя, дата рождения, дата депортации, дата, место, куда депортировали, и дата смерти, казни евреев. И они расположены перед каждым домом, где проживали евреи. И я взял за эту основу. Поэтому единственное, что упоминается именно в этом вопросе. И перевирать очень нехорошо. Врать вообще нехорошо. Бьющему себя в грудь на показ мусульманину тем более нельзя врать. И это не первый раз, это каждый раз, не было ни одного раза, чтобы человек не переврал. Поэтому передайте ему, чтобы он не врал. Если он боится вести диалог открыто, боится в смысле, что на нем хайпанут, что там он окажется не очень там в выгодном свете, это еще можно понять. Хотя бы врать не надо, а то уже заврался человек. Так, я перемотаю вопросы.
Поэтому не будем останавливаться. Седана Даров. Аслан, ты смотрел последнее видео Тумсо, его пренебрежительное высказывание в адрес устазов? Не ломает ли это наши устои принадлежность каждого человека к тому или иному виду? Я считаю, что каждый человек должен уважать мнение и взгляды других людей. Я не знаю, я не смотрю его уже давно, но я вижу, он смотрит меня, потому что много повторяет то, что я говорю. И я считаю, что пренебрежительное высказывание это его конек вообще по отношению ко всем. Он уже в этом плане разошелся. Бекхан Бекханов, почему ты так сильно ненавидишь Тумсо, говорит. Почему я его ненавижу? Его для меня не существует, понимаешь? Если человек, я предложил общаться, не хочет общаться, его не существует. Просто не надо врать, я говорю просто, и все. Это же нормально, да, если человек не врет. И даже не мусульманин, любой человек должен не врать. И все. Почему ненавидеть его, любить его? Кто он такой, чтобы его любить или ненавидеть? Так. Так, что с лордом? Какое давление у него? Я уже сказал, впереди у него инсульт. Есть информация, что у него случился инсульт. Он сейчас в тяжелой форме, в тяжелом состоянии. Так. Так, From the Mountain. Дискредитация. Надо больше проверять каждые слова. Сейчас такое время, что дезинформация льется из всех сторон. Я лично был на том стриме, когда ты спрашивал, когда удобно собраться. Да. И, ну, это уже... Мне надо было пояснить просто по этому поводу, чтобы человек, если он так просит не говорить о нем, то вообще не затрагивал бы он и меня. Оставил бы он меня в покое. Хотя бы не врал бы. Все, давайте больше про этого деятеля не говорим. Кто хочет, можете посмотреть, у него есть там эти его слова. Так, Джахар Дудаев. Митинг в Берлине 8 июня 2019 года в 14:00 перед Бранденбургскими воротами. Всех ждем. Так. Юнайтед Султанат. Постоянно троллишь Шишани, оскорбляешь, компрометируешь. Даже сейчас врал, перевирает. Ты вообще подозрительный пассажир, например. Лично я тебе не доверяю. Ошибаюсь, высокомерный ты. Ну почему же я постоянно? Нет, не постоянно, и не троллю. Я говорю, не ври просто человеку. Могу я сказать, если человек открыто на несколько там десятков тысяч человек сидит и говорит, что мы выходим там, потому что это там еврейский день депортации. Ну это же ложь. И это каждый раз было. Ну сколько я могу по этому поводу возмутиться? Я же имею на это право, правильно? Один раз, два раза, три раза. Ну уже сколько, который раз. И не доверяешь мне, пожалуйста, не доверяй. Ты аноним, тебя не существует, понимаешь? Доверяешь ты, не доверяешь. Это не важно. Не доверяешь, просто переключи. Какие проблемы? Но, Аслан, может, все-таки вы найдете общий язык, но нехорошо, когда между собой конфликты. Да я же предлагал, и общение предлагал, и руку предлагал. Вы не видели, какого высокомерия? О чем вы говорите? О чем с ним говорить? Человек делает бизнес. Это у него бизнес-проект. И ему я в этом бизнес-проекте не интересен. Если бы ему было бы интересно, смотрите, вы сидите в окопе. Человек приходит вам рядом, садится в окоп и начинает отстреливаться вместе с вами. Вы откажетесь от этой помощи? Нет, я предлагал эту помощь, я открыто говорил, много раз говорил. Но человек избегает. О чем еще разговор? Там два только может быть варианта. Или человек работает на врага, или человек
я не знаю, зарабатывать деньги. И все. Я просто не понимаю, что вы от меня хотите. Мы предлагали, я же много раз предлагал, и обсудить, и разговаривать, бартхеру, чтобы взаимосогласие было. Ну не хочет человек. Ну сидит и врет постоянно. Ну не ври про меня, ври про Кадыровых, ври. Если тебе так не можешь не врать. Оставь нас. Оставь нас. Исмаил Наврузов, почему пропускаешь мой вопрос? Потому что я его не вижу, Исмаил Наврузов. Повтори, и я узнаю. Бекхан Бекханов, его уважают многие чеченцы, пока ты про него не говорил и про тебя ничего не сказал. Ты не знаешь многого просто. Я говорил, и мы знакомы были до этого. Ну ладно, все, закрыли вопрос, больше не возвращаемся. Просто передайте, чтобы не врал постоянно. Если он так сильно хочет врать, пускай врет про кадыровцев. Это его тема, пускай говорит всегда про кадыровцев. Нас пускай не трогает. Ягуар. Аслан, как мы создадим Ичкерию, если вы вроде бы вас немного, кто открыто борется с властью, не можете между собой договориться. Я вообще сомневаюсь, что чеченцы когда-нибудь между собой договорятся. Ой, вы что от меня хотите, Ягуар? Я говорю, смотри, мы делаем митинг, и чтобы люди туда не пришли, да, он начинает говорить, что это мы собираемся, потому что там евреи. Я много потратил сил на это, мы много провели, не я один, провели большую работу по этому поводу, распространили информацию, подготовились как могли. И после этого человек говорит, да, конечно, надо пойти на митинг, но это организуется в день депортации евреев. И как бы он вроде поддержал, получилось, но получилось так, что мы идем не то, чтобы нас не депортировали, а из-за того, что когда-то депортировали евреев. Зачем это делается? Вот я вопрос задаю. И это не в первый раз, опять же, постоянно одно и то же. Фу, ладно. Я же имею право на это сказать, потому что я позвал людей, люди должны прийти. И сейчас, если люди сейчас об этом не узнают, многие откажутся прийти. Понимаете? Так, давайте я перемотаю, господа. Кто хочет задать вопрос, есть вот этот суперчат, можете там. И я обязательно увижу. Все, давайте сейчас поговорим о другом. Поговорим о митинге. Про лорда поговорили. У лорда, по моей информации, случился инсульт в тяжелой форме, но будет видно. Да, будет видно, время сейчас покажет. Замену Кадырову сейчас усиленно ищут. И это не причина того, что там единственная причина это московский механизм, который запущен ОБСЕ. Эти нарушения, которые у нас происходят, за этим пристально взялись. В позапрошлом году, в 2017 году, было за раз убито 27 молодых людей, бессудная казнь оккупационными властями. И слава Богу, наконец-то этот мир, эта Европа обратила внимание. И я уверен, что это было по настоянию Соединенных Штатов Америки, потому что остальным как бы вообще все равно. Выдают чеченцев нам на пытки и смерть. И вот в конце концов попали эти люди сейчас, кадыровские, вот это все окружение начало попадать под санкции. И я так думаю, скоро мы распрощаемся с Кадыровым. Но это не меняет сути. Это не меняет сути. Дело в том, что речь важна не Кадыров. Да, Кадыров, он никто. Кадыров это просто собака. Главное вот то, что их прислали. Конечно, породистая собака,
уважаемая собака, да, и русские очень боятся, и русским очень нужно, чтобы чеченцы были вот рядом. Это такой показательный пример. Но настоящие чеченцы, они не за русских. Настоящие чеченцы за украинцев, за свободных людей. Вот где сила, а не там. И поэтому многим русским, которые там обманулись, что за них чеченцы, я спешу обрадовать, что переходите на сторону украинцев, там вот там свобода, там настоящие чеченцы. Там вы найдете настоящих друзей и союзников. Так. Альберт ночью. Ассаламу алейкум, брат. Дел это бойла. Ва алейкум салам. Дел рейскуль. Дедусик ТВ. Витаю, вильные люди. Витаю, дедусик. Так, когда мы приезжали, Дырова никто не знал. Так, сенатор АРУ. Павел Погосян. Кто-нибудь знает, какая самая жестокая война? Так. Леонардо Сферас, лорд, я думаю, что ты лорд Рейнд, а ты оказался просто смертным. Сейчас немного еще и сдохнешь. Слава Господу, свобода Украины, Амир Хударов. Так, Ичкерия Лайф. Не забывайте про акцию против лжи и депортации, которая состоится завтра в Берлине в 14:00 перед Бранденбургскими воротами. Чеченские хакеры. Что там Ауховским районом? Не знаю, не знаю. Гена Смык. Я из Крыма, воды нет, земля солью покрылась, Днепр нужен, люди невиновны. Что власть сменилась, может спросить, пусть за деньги пустят воду. Не знаю. Только смешное. Основ, вчера я Тумсо разов 10 написал призвать на митинг в Бранденбурге. Он меня окончательно разочаровал. Да, он не только не призвал, наверное, не знаю, что он сделал, но он просто взял и дискредитировать попробовал. Так как люди должны против своей депортации бороться. Ну ладно. Так, Аслан, при нас выбрал день митинга. Так, леди 1974 говорит. Аслан, при нас выбрал день митинга. В данный момент он прав. При всем моей симпатии Тумсо. Мне очень не понравилось, даже разозлился, как он сказал про митинг, организованный Аславом. Так, инженер-конструктор. Это не день депортации евреев. Тут он специально соврал, чтобы не пришли на митинг. Например, 23 июня не день депортации чеченцев. Да, совершенно верно. Аслан, удачи в развитии канала, Ноне. Спасибо. Миша Геленджик. Слишком много внимания этому. Так, правильно. Андрей Левик, добрый день. Что мы, русские, можем сделать, чтобы восстановить справедливость, чтобы не забыта была кровь чеченцев и других народов, пролитая в той войне? Андрей Левик, спасибо. Добрый день, добрый вечер. Спасибо за такое мнение. На самом деле, русские потихонечку, да, начинают просыпаться, поняли, да, что их тоже сейчас будет касаться вот это все дело, и не только коснется там отдельно, там отдельные народы, но и всех русских вместе коснется. Так вот, я бы хотел бы, чтобы русские в первую очередь, чтобы было понятно, да, куда смотреть. Смотрели на Украину. Сегодняшний день Украина это, ну, передовая часть защиты свободных людей, да. Они стоят на страже защиты свободных людей. Поэтому нужно смотреть для этого, это ориентир как бы, да. А то, что делать непосредственно русским, так это выходить на митинги. Вас, конечно же, будут убивать, вас, конечно, будут сажать. Но если выйдет 1 миллион человек, вы сможете переломить ситуацию. И не становиться за там Навальным, там вот этими симулякрами искусственно созданными, а создавать независимых лидеров. Они обязательно в народе появятся, обязательно выявятся. Поэтому я думаю, вам нужно, а потом будем привлекать всех виновных к ответственности. Тот, кто проливал кровь. Кто-то попадет под амнистию, но основные фигуранты геноцида, да, чеченского народа, и в том числе и убийства русских, да, мы все прекрасно знаем, что война
Вторая российско-чеченская война началась со взрывов и убийства более 307 русских, да, россиян. Поэтому мы должны вот всячески вместе объединяться для того, чтобы привлечь виновных к этому делу. Так, Эдуард Мамедов задонатил. Спасибо, Эдуард, как обычно, без вопросов задонатил. У кого инсульт? У лорда или Кадырова? У лорда. У лорда. Так, собака Рамзес. Кавказиан Алабани. Ассаламу алейкум, Асан. Я верный твой подписчик. Ичкерия будет свободна, иншаллах. Ва алейкум салам, иншаллах. Аслам поддерживает. Так. Не верю в инсульт. Свои игры, Лариса Марченко говорит. Возможно и игры. Возможно, чтобы не занять этот пост. Да, с Москвы сказали, давайте назначим лорда. Да, там же как подковерные игры. Демократии в России нет, честно, прозрачно, ничего нет. И сказали, возможно, назначим этого лорда. Лорд, соответственно, слинял, слег, сделали вид, инсинуацию сделали, что вот так у него. Может быть, может на самом деле инсульт. Будем смотреть. Das Reich. Ты знаешь, что твой ник это название дивизии СС? Так, Марк, тут давайте Das Reich. Мы, знает, конечно, я не думаю, что никто не назовет ником, не зная, что вот, да, так его зовут. Поэтому я прошу вот этого Das Reich исключить из общения своих модераторов. Только смешное. Аслан, вчера Фархада YouTube заблокировали. Да, я знаю, Фархада заблокировали. Я видел сегодня видео. Конечно, они будут всячески пытаться блокировать. Андрей Левич, спасибо за ответ. Было бы интересно с вами пообщаться. Пожалуйста. Дастрия, империя, фото Рима, вот как это связано, написано по-немецки. Так, я вот тебя убираю. На время убираю, Дастрия. Если будешь еще писать здесь, я тогда заблокирую тебя полностью. С этим ником здесь нельзя. Это дивизия СС, твой ник. Мы против фашизма, нацизма и другого разного изма. Коноко Филлипс, Аслан Уважуха, чеченские хакеры. Инсульт Йолчун Далгеч Дуэль. Амир Хударов, Аслан, я не верю ни одному слову русских больше. Даже если сменится власть, то не факт, что новая не прольет нашу кровь. Спасение русского народа только в отказе от мании величия и конце империализма. Да, конечно, от империи надо отказаться навсегда. Марат Харт, салам алейкум, Аслан, слава Ичкерии Хирю. Ва алейкум салам, да, мула. Ичкерия во куду, Ичкерия во подчалкью. Так, я перемотаю, господа, извиняюсь. Исмаил Наурузов. Я опять увидел твой вопрос, но где ты пишешь, я трижды повторил вопрос, все же ты не ответил. Так как, между того, что вот это написать, ты бы еще раз повторил бы, и обязательно ответил бы. Так, пожалуйста, вот это все заблокируйте, вот этих мерзавцев. Так, подождите. Заблокировать. Заблокировать. Ну, мешаем. Мешаем. Это хорошо, что мешаем. Значит, все делаем правильно. Салам, братва, Ахмед 95. Салам. Елена заблокировали. Спам заблокировали. Вайпа чалхам хирер и назначение. Хую. Значение. Хую. Ичкери это площадь, это местность. Плато Ичкери. Вот в честь него названо наше государство. Без Байсангор, мужество не боится смерти. Кир макир тулам вайгахир будал мула. Дал мула. Аслан, что-то атаковали наш чат. Да, было дело. Но мы справляемся, это очень легко справиться.
Аслан, как ты относишься к Умару Джабраилову? Это тому, который Редисон Славянский владел или владеет, да? Ну, этот человек называл, что он грушник, воевал против своей страны. Ну, как к коллаборанту, как к нему еще можно относиться? Предатель. Садмин. Аслан, ведется ли какая-либо подготовительная работа по объединению Кавказа? Я не знаю, я по этому поводу не знаю. Ничего не могу сказать. Аслан, как ты относишься? Так, это уже было. Так. Деды такой. Да, кстати, это вот этот спам, вот это то, что они сейчас кидают, это может послужить потом этим. Страйк кинуть могут. Ну ничего. У меня есть другие каналы, ребят. У меня под каждым видео есть, и там в описании есть видео. Подписывайтесь на мои другие каналы. Просто зайдите, поставьте кнопочку, потому что в любой момент нас могут запретить в России, нас могут заблокировать. И поэтому нам нужно всячески быть на связи. Так, я перемотаю. Алексей Асхабов, ассаламу алейкум. Аслан, 8 июня праздник, день семьи, любви и верности. Они этого не понимают, они же неграмотные. Аллах сила. Ва алейкум салам. Да, я не знал, что 8 июня день любви, семьи и любви. Ноунейм, кого из чеченских бизнесменов считаешь достойным? Как только я назову его имя, у него могут возникнуть проблемы. Как найти, Аслан, прерывистый голос у тебя, атака какая-то, да? Ну, не знаю. Андрей Левич, как вы думаете, насколько эффективны акции, проходящие в Европе в поддержку чеченцев, да и других жертв российского террора? Когда война начнется, сможет Европа оказать поддержку свободным гражданам? Ну, знаете, я в Европе немного разочарован, да. Если кто-то и будет поддерживать, да, те люди, кто боролись за свободу, это американцы, они могут еще поддержать. Апеллировать к Европе, да, которая сейчас выдает нас, которая признала внутренним делом, ну и другие моменты, это если касается только Чечении. То же самое произошло в Украине. То же самое произошло же и в Сирии. Но мы должны не забывать, что Европа, Запад поддерживал сирийцев, чтобы они выходили против диктатора Башара Асада. А потом так случилось, что их оставили один на один, и они радикализировались. То же самое произошло и у нас. Нас оставили один на один с диким медведем, и люди радикализируются. А что остается делать? Как по-другому? Так. Мальцев провокатор, говорит Андрей Лебедь. Да, я тоже считаю Мальцев провокатор. Тим Вольфберг. Аслан, вопрос такой. Если отказаться от гражданства Российской Федерации и взять гражданство, паспорт Ичкерии, могут ли они депортировать и плюс ли это? Ну, паспорт, если вы возьмете, если Ичкерии, то на суде это будет показывать, что вы являетесь сторонником Ичкерии, что у вас есть какие-то определенные идеологические взгляды. Мы не можем в суде доказать, что у нас есть идеологические взгляды, и поэтому суд нам отказывает. Если вы откажетесь, если вы возьмете просто паспорт Ичкерии, то в Россию, конечно же, вас могут депортировать, потому что официально, как бы формально вы являетесь гражданином России. И мы ничего не делаем, чтобы доказать это. Вот. Поэтому это не выход, не спасение, да. Но то, что это поможет на суде, это правда. Это правда. Амир Хударов, Аслан, как мы будем бороться с Аль-Каидой или ИГИЛ, если они надумают прийти на Кавказ, если Раиса ослабеет? Я вижу у них разруху и угрозу. Мы много молодых ребят потеряли, из-за них ведь они активные. Да, я согласен, что
этого вероятность такая есть, но я думаю, что когда уйдет Россия, мы всегда сможем договориться со всеми. Да? У нас есть государство, и мы будем строго соблюдать закон. И сейчас ничего не делать, и потом, когда власть придет человеческая, демократическая, цивилизованная, начать что-то делать, я считаю, это будет, ну, как минимум, некрасиво. Эдуард Мамедов, салам Аслан. Вы знаете Руслана Арсанукаева? Если да, что вы можете сказать? Спасибо. Салам, Эдуард. Нет, я не знаю этого человека. Так, поехали дальше. Ассаламу алейкум. Сюрдик хил хабрат. Аслан дал барца бойл алгай нохчи. Ва алейкум салам. Амин, амин. Так, Вильпес Инкульте. Скорее всего, это боты. Так, дальше. Андрей Лебедь, согласен с вами, тоже так думаю. Украинцы, воюющие, от такого же мнения. Сирия вообще больше, что там происходит, особенно Идлибе, я не знаю, ужас. Да-да-да, где Россия, там кровь и ужас. И этому должны мы положить конец. Все люди объединиться и положить этому конец. Евгений Гор, Всевышний хочет призвать на суд лорда, гореть ему в аду, и пусть место готовит для своего хозяина. Амин, Евгений Гор, амин. Нох чинох. Тумсо искал помощь. Так. Так. Так, Аслан работает на чеченский народ и Ичкерию, говорит Марк. Совершенно верно. Кингом Шульц. Ассаламу алейкум, Аслан. Как мы должны записи, которые находятся в Ютубе, где Масхад говорит против Идигова. Я не знаю, что за запись, там где-то какие-то деньги ты имеешь в виду, если это, ну, я не знаю. Давайте продолжать жить. Ва алейкум салам, кстати говоря. Дубурлан Адаузи. Кто из Кадыровых, отец или сын, больше навредили чеченскому народу? Оба. Исмаил Наурузов. Не мой день сегодня, походу. Так, Тим Вольберг. У меня гражданство австрийское. Просто для инфы спросил. Баркала за ответ. Маулют Алтенташ. Аслан, как ты думаешь, Кадыров знает, что его отца убили по решению Путина и Сечина из-за чеченской нефти? Я думаю, знает, наверное, если вы знаете, и многие знают, да, то, ну, я думаю, знает, наверное, почему нет. Знаете, я сегодня смотрел один фильм называется «Захват земли», что ли, по-моему, называется. «Земля в осаде» называется. Американский фильм, советую всем посмотреть. Так вот, Америку, конечно, никто не может оккупировать на сегодняшний день. И надо, как бы, чтобы было партизанское движение, да, по сценарию. Соответственно, кто может тогда оккупировать? Если на Земле не существует, кто может оккупировать, значит, это должна быть неземная цивилизация. И выяснилось, что прилетели инопланетяне и, короче говоря, оккупировали там всю Землю, и в том числе Америку. И там идет вот борьба. И инопланетяне выскачивают ресурсы. И там такой диалог происходит. Ну, там есть, конечно, коллаборанты, которые служат этим инопланетянам и так далее. И есть такая там диалог такой происходит. Они высасывают, ну, добывают недра наши из нашей земли для наших врагов, для оккупантов. Так вот, я бы вот тем, кто работает вот в этой по добыче чеченской нефти, чеченского леса, чеченского газа, там, если он имеется, и все остальное, я бы хотел им сказать, вам не стыдно отдавать вот своими руками, добывать и отдавать эту нефть нашему врагу. Те, кто взял в руки оружие и пошел там служить, это вообще отдельная тема, да, эти люди преступники.
Кто-то осознает, между прочим, уезжает сюда, те так называемые кадыровцы, они бросают работу, всячески пытаются уехать. И всех я, кадыровцев, призываю, уходите с этой работы, под всяким предлогом уходите. Как хотите, что хотите, делайте, саботируйте, не выполняйте приказы или выполняйте их некачественно. Всегда делайте так, чтобы вы могли потом сослаться, что вот здесь я спас человека, вот здесь я не выполнил приказ, вот здесь я сделал это. И это вам всем зачтется, всем однозначно. Многие попадут под амнистию, на ком нет крови, на ком нет убийства. Возможно, человек даже, на котором есть там какие-то преступления, будет амнистирован, если он несет большой вклад для привлечения, да, сделка со следствием или сделка с судом, да, это называется. Сделка с судом, она в Америке называется, в России называется сделка со следствием. Если вы будете всячески помогать, всячески все делать для того, чтобы минимизировать тот урон, который мы получили и получаем. Поэтому я прошу всех полностью, всячески помогать, да, помогать своим людям. Каждый на местах, где вы находитесь, вы являетесь гражданами Ичкерии. И так не бывает, что вот мы пролили реки крови, столько лет сражались, и тут так случилось, что нас оккупировали, да, и мы все забыли, ничего нет, все. Нет, так не бывает. Мы государство, это наше право, и никто у нас его не может забрать. Это, возвращаясь по поводу вот коллаборантам, которые с оружием в руках сейчас этому режиму служат. А те, кто работает на этих нефтяных компаниях, мне просто хотелось бы вам сказать, вам не стыдно просто, вы свое отдаете оккупанту. Вы могли бы не работать там. Даже не имея доходов, можно было просто не уходить на эту работу. Так что вот такие вот дела. Господа, думайте, грядут изменения. Скоро все изменится. Марат Харт. Аслан, это будет европейское государство, когда придет Ичкерия. Я очень надеюсь на это, Марат Харт, что мы станем полноценным европейским государством и войдем в НАТО. Вот видите сзади, это статья 5. Один за всех и все за одного. Поляки заплатили $3 миллиарда, чтобы обустроить базу на своей территории, чтобы туда поставить американскую и натовскую базу. Это для безопасности. И мы должны в какой-то степени попытаться защитить. Нам надо вздохнуть. Да, другие народы на Кавказе, которые есть, они так сильно не пострадали, практически не пострадали, и развивались, у них молодежь образованная. Мы колоссальный урон, мы пережили геноцид, мы пережили чеченский холокост в 21 веке. И кто бы что ни говорил, как бы мне ни рассказывали, как все хорошо, я своими глазами все вижу, все отвратительно. Но все меняется. И я для своего народа хочу лучшее, чтобы мой народ вздохнул. Мой народ многое может дать, и миру дать, и сам реализоваться. И я бы хотел, чтобы мой народ, мои сограждане, мои чеченцы, другие граждане моей страны, чтобы они развивались, чтобы нас не трогали, дали нам 100 лет, 50 лет, чтобы мы спокойно жили. Мы готовы там сколько, 2 или 4% от бюджета вносится в бюджет НАТО для того, чтобы ты являлся этим членом. Я готов носить эти 4%, я готов носить там 5%, сколько необходимо. Главное, чтобы нас оставили в покое. Сейчас мир, огромный прорыв технологический произошел. Скоро машины будут без водителей, уже ездят, будут летать без водителей. Мы должны получить технологии, мы должны получить все сферы образования. У нас есть потенциал, и нам нужно это сделать. Что случилось, понимаете? Ни в коем случае это не запрещает ислам.
как это донести до людей. Вот все, кто мне рассказывает про шариат, которые мне там доказывают, что я не мусульманин там и так далее, все эти люди приезжают сюда и защищают себя здесь и живут себе здесь вольготно, потому что их, как мусульман, эти государства защищают. А когда это касается государства целого, они в этом праве всему народу отказывают. Нет, мы должны жить. Нет. Мы должны подготовить мусульман, мы должны подготовить юристов, других, всех ученых, экономистов, программистов, строителей, все области мы должны подготовиться. И также мы должны помочь всему Кавказу. Мы одна семья. Кавказ это одна семья. И нам надо объединяться, мы кавказская нация. Как говорил Абдурахман Алтархан, нам нужен свой Кавказский союз. Да? Мы должны объединиться, и в этом плане мы должны стать частью Европы, частью глобального мира. Да? Все пытаются войти. Да? Та же Турция, которая там многие считают чуть ли не образцом там, для мусульман там, и так далее, входит в НАТО. То же самое пытается интегрироваться в Европейский Союз, ее не пускают за разные ее там движения. И нам нужно полное развитие, и надо отбросить вот это желание там, не понимая вообще только поверхностно, понимая ислам, разговаривать, что вот там шариат, что ты вкладываешь в это шариат? Я мусульманин. Я буду лучше другого защищать мусульман. Но мы должны развиваться. Мы не должны остаться там в 20 веке или в 19 веке. И нам будет кто-то навязывать. Нет, никто нам не должен ничего навязывать. Мы должны сами развиваться, и у нас все должно быть отлично. Мы должны вырастить юристов, которые будут наши права. Посмотрите, будут права наши защищать. Посмотрите в Европе. Посмотрите, в Европе у нас нет никого, кто может защищать наши права. У евреев был Шиндлер, который там защищал их. У нас даже вот среди немцев или других народов нет, кто за нас заступается, вот так спасает нас на высоком уровне. Да, есть люди, которые нам помогают. Огромнейшее им спасибо. И я не могу из-за того, что он даже атеист, и любой другой религии, сказать, вот ты не мусульманин, ты мне не брат. Брат, эти люди помогают. Анна Степановна Политковская, она мне сестра. Она еврейка, наполовину украинка. Давайте думать глобально, давайте создавать гражданское общество, давайте думать цивилизованно. Аллах, Дель, такие вещи, которые мы просто не можем упустить. У нас нет времени. Так, я перемотаю, господа, я сейчас много говорил. Так, Ичкерия Лайф. Не забывайте про акцию против лжи и депортации, которая состоится завтра в Берлине в 14:00 перед Бранденбургскими воротами. И это день суббота. Андрей Левий. Было бы здорово стать европейским государством, но с юга дует огненный ветер и может объединить силы против Российской Федерации, устроить тут бойню. Что будет с Ичкерией, не знает никто и не только с ней. ИГ, исламское государство, это больше фейк, который нагнетали и сделали из него вот такое. И к этому руку приложила в первую очередь российская спецслужба. Не в первую очередь, но одну из важных роль в этом сыграла российская спецслужба. БЗ, прежде чем прийти к шариату, мы должны сначала научиться уважать и соблюдать права Кавказа. Не дорос до шариата, а переход нужен постепенно и не переставая взаимодействовать с международным правом. Конечно, мы в обязательном порядке должны взаимодействовать с международным. Сегодня в мире такое есть право. Мы не можем, вот я хочу, установи у себя дома шариат. Религия и государство должны быть отделены. Это четкое правило. Не доросли мы еще ни до чего. Мы должны созреть, пускай в мире кто-то построит, как раньше построили халифат. И мы тогда посмотрим,
побудем в Европейском Союзе, да, посмотрим, так, Европейский Союз хорошо, но вот халифат лучше. И если у нас нет никаких договоренностей, или есть договоренности при расторжении, которые мы должны там европейцам заплатить что-то, заплатим, расторгнем, все в соответствии с договором, да, и пойдем в этот халифат. Как, пускай его кто-то построит, мы же не умеем его строить, да. Мы даже демократическое государство не можем построить. У нас не хватает специалистов на это все. Мы можем только брать как у других. Соответственно, конечно же, никто не отказывается от ислама. Ни в коем случае. Ислам наша религия, которую никто не присягает на нее, не посягает на нее. И мы никому не позволим на нее посягать. Никто и не думает на нее посягать. Просто давайте жить на равных со всеми, да, уважая все друг друга. Так, я перемотаю, господа. Седан Адаров, Аслан, на чью помощь со стороны Запада мы можем рассчитывать в первое время перемен? Ну, в первую очередь, конечно же, мы должны рассчитывать только сами на себя. Никто за нас ничего не будет делать, поймите. Вот смотрите, первая война, я разговаривал тут с одним парнем, очень интересный у меня разговор с ним получился. И он говорит, когда вот первая война у нас была, я говорю, первая война, когда была, мы выходили на митинги, постоянно мы говорили, люди митинговали. И вот он мне говорит, а ты знаешь, говорит, когда уже первая война закончилась, и уже перед началом второй войны, уже людей довели до такого состояния, что выйти на митинг, это считалось как-то ничтожным, как-то не мужским занятием вообще выйти на митинг. А когда в первую войну люди уходили на митинг, это было просто рискованно. Это как на войне было, выйти на митинг, организовать этот митинг, это было очень опасно. Но люди выходили. И эти люди в первую очередь могли всячески показать миру, что это не какие-то отдельные группы людей воюют, да, а воюет весь народ. И нам вдолбили, что выйти на митинг это позорно, потому что и Запад смотрел, у них есть оправдание. Да, здесь нету таких ярых, были, конечно, наши друзья, были ярые наши защитники, но нету таких, которые все вот заедино. У них свои интересы, у каждой страны свои интересы, это тоже можно понять. И мы дошли до того, что перестали уходить на митинг. Мы показали, что мы не поддерживаем. Теперь же мы должны понять, что кроме нас самих нам никто не поможет. Для того, чтобы, например, мы могли просить помощи, да, например, пишем какую-то резолюцию. И пишем резолюцию и говорим, вот, обратите на нее внимание. Если я выйду с 10 человеками с этой резолюции, об этом мало кто увидит. Если нас выйдет 1000 человек, если нас выйдет 10 000, что такое для Берлина, для Германии 1000 человек? Вообще ничто. Женщинам с детьми прийти, да, кто живет в Берлине, с разных городов, с разных стран люди туда приедут. И местные берлинцы, вам в первую очередь, вы обязаны выйти. Выйдите туда, постоим, посмотрим, и тогда уже я лично смогу ссылаться. Смотрите, нас сколько человек вышло. Это при том, что у нас дома полный террор. Да? Во время тирании лучшее средство защиты – это держать язык за зубами. При любых обстоятельствах. Выдают на пытки и смерть людей, и люди должны молчать. У нас в Польше сидят люди. Что мы делаем для этих людей, которые у нас в Польше сидят? Посмотрите, польские пограничники, не все, правда, есть какие-то группы, смены, которые берут 1200 евро за человека, чтобы пропустить, да, и если там семья из 5 человек, там, или из больше человек, там 10 000 евро больше берут денег. Вы представьте, это что с нами делают? Посмотрите, ногчи. И Амадуар, до какого состояния нас довели? Мы должны всячески отстаивать свой прав. Всегда это делать. Для этого нам, конечно же,
нужны юристы. Понимаете? Для этого нужны юристы, нужны вообще активные люди, кто будет этим заниматься. Так что, ну, вот так вот. Сайфулла Чеченский, я с Бремена, я еду. Вот, правильно, надо. И, ну, я не поеду, кто-то другой за меня поедет. Нет, мы должны выйти и показать. Постоять 2 часа. И нам дальше, правозащитникам, другим людям, которые занимаются вот нашим вопросом, будет проще ссылаться на вас, понимаете? И не только чеченцы должны прийти, все, я прошу, призываю всех, грузин, азербайджанцев, мы как-то с азербайджанцами вместе митинговали, всех азербайджанцев, прошу вас прийти, украинцев, русских, евреев, немцев, все должны туда прийти. Постоять 2 часа, это наше право, мы должны показать, что мы есть. Так, поехали дальше. Давайте я перемотаю. Не знаю, что должно произойти, чтобы поверил России. Думаю, клеймо лжи и подлости ляжет минимум на 2 поколения. Лунный свет говорит. Да, конечно. Да, ну это так и есть. Нам просто надо не забывать. Альтаир Грозный. Ассаламу алейкум, Аслан с Караганды. Ва алейкум салам, Караганда. Приветствую. Брат, я душой с вами, я далеко. Все, достаточно то, что ты с нами душой. Анатолій Комашко, Аслан, як ти відносишся до заяви Кучми про заборону стріляти і відповідь агрессору? Я считаю, что, конечно же, это, ну, на грани измены. Это на грани, конечно же, ни в коем случае надо жестко действовать по отношению к России. Россия, Путин понимает только силу. Все. Я уже, ну, они другого языка не понимают. Если бы вы, украинцы, не вышли бы и не остановили бы никакие санкции, озабоченности этих, то есть ничего бы их не остановило. Только плотный огонь их останавливает. Все. Они боятся только этого. Так, Албаков Тимур. Митинги нужно проводить везде, где только можно. Нужно верить лучше и будет благо. Да, совершенно верно, Албаков Тимур. Более того, не только нас выкидывают туда, но посмотрите, в каком состоянии находится наш народ. Мы в тяжелейшем положении находятся люди. Мы смогли вырваться оттуда, мы там тут находимся. Нас выкидывают, конечно, но мы как-то пытаемся за себя постоять. Но мы за них тоже должны стоять. Мы же выехали из-за того, что у нас страну оккупировали, да, ну, многие сюда выехали, потому что страну оккупировали. И в этом плане должны всячески поддерживать. Если не мы будем поддерживать, их будут, как тут пишут, через мясорубку пропускать. Мясорубка, настоящая мясорубка будет. И так эти люди живут в тяжелейших условиях. Так. Анзор Рено. Российские оккупанты боялись Шамиля Аббасова. Совершенно верно. Как только в России будет возможность, они с новой силой пойдут на вас. Совершенно верно. Конечно, пойдут. На Украину имеется в виду. Конечно. Мы также должны подавать суд. Мы должны подавать суд на вот этих журналистов, да. Конечно, есть свобода слова. Но представьте себе время, да, после геноцида
евреев, они приезжают. Конечно, это было с евреями, пока они не добились там, своей государственности, пока крепко не стали на ноги. До сих пор, да, на них там много лжи и пропаганды льется, в том числе и, там, и про Холокост. Пока они не добились этого, никто их не жалел, и нас никто не пожалеет. И посмотрите, Германия объединилась не силам оружия, евреи получили свою государственность не силам оружия. Мы также силам права можем получить свое оружие. Умар Умаров. Аслан, это правда, что депорты идут в Германии? Да, совершенно верно, Умар Умаров. И завтра по этому поводу мы будем проводить митинг. Так, господа, мы уже сколько говорим? Час говорим. Вопросы у вас заканчиваются. Завтра будет митинг в 2 часа. Завтра в 2 часа будет, в 14:00 будет митинг. Поэтому, кто хочет, может выступить на этом митинге, когда придут. Можете приходить, выступить, рассказать о своей проблеме. Это тоже очень важно. Я сейчас хотел бы рассказать об одном случае. Про Тимура Арцхоева. Тимур Арцхоев, ингуш по национальности. Парень, который сам лично не принимал участия, но помогал там дяде, по-моему. Из-за этого его родственники там были подвергнуты, кто-то убит, кто-то посажен. И вот он находился в депортационной тюрьме. Он со мной связался, говорит, его могут депортировать. И проходит время, я там написал кое-какие бумаги, там еще была ему помощь, видимо. И так получилось, что Тимура выпустили из депортационной тюрьмы. Он мне позвонил, очень благодарил, и проходит определенное время, и он звонит, его знакомый мне звонит, и говорит, что Тимура и его жену везут в аэропорт в Берлине, их будут депортировать. И в итоге получилось так, что в этот день самолет был набит, не было места, да, куда посадить можно было депортируемых. Много было депортируемых, и не хватило места Тимуру и его семье. Их вернули обратно. Я говорю Тимуру, Тимур, приезжай ко мне сюда, мы с тобой поедем в Берлин, будем обращаться к правозащитникам, так как очень тяжкие обвинения, в тяжких преступлениях его обвиняли. Но Тимур сказал, что ему власти сказали, что его депортировать не будут, что у него все нормально, и его дело будет пересмотрено, так как он невиновен. Он абсолютно невиновен и абсолютно был уверен, что немцы его услышат, что поймут, что он невиновен. В итоге через 2-3 дня Тимура сажают на самолет и отправляют в Россию. Уже около 2 месяцев о Тимуре ничего не известно. Точнее, известно, что он содержится в Владикавказском пыточном изоляторе. Адвоката к нему не допускают. Тимур уже оговорил многих людей, так как вынужден был подписать. Я знаю, что там происходит. Именно потому, что я знаю, я непосредственно общался с людьми, которых пытали. Я с многими людьми общался, которых пытали. Именно из-за их рассказов, что с ними творилось, я оказался здесь, в Европе. Потому что я дальше больше терпеть этот произвол не мог. Я не мог молчать. Я не мог быть соучастником этого. Будучи адвокатом, я становился соучастником, так как мои документы, мои письма не обращали на них не обращалось ровным счетом никакого внимания. Я выехал, чтобы доносить эту правду. Тимур Арцхоев, который выдан Германией на пытки и смерть, находится в тяжелейших условиях. Он оговорил, Тимуру грозит до пожизненного срок,
людей, которых он оговорил, который также грозит большие сроки. И все это время, так же как Тимуру Тумгоеву, которого выдали из Украины, не пускали адвоката, также Арцхоеву Тимуру тоже не пускают адвокатов. И таких случаев огромное количество. Именно поэтому мы должны выйти. Именно поэтому мы должны выйти и донести то, что происходит. Это нарушение всех международных норм. Это общечеловеческих норм нарушения. Германия не может быть демократическим правовым государством, отдавая в преступную Россию, бандитскую Россию людей на смерть. Понимаете? Вот что мы должны сделать. Я не знаю, как докричаться до вас, как достучаться до вас. Если мы выйдем, покажем, нам будет возможность от вашего имени это уже говорить. Все отказываются, все, кого я прошу, родственников, другие, отказываются говорить. Говорит, он уже попал, все, он уже погиб, считай на нем крест. Пожизненно он получил, 20 лет получил и так далее. Хотя бы, знаете, такое состояние, что если мы не будем говорить, ему не так трудно там будет. Вы понимаете, в каком состоянии мы находимся? И в этом состоянии нас выдают туда. И все, он прилетел в Шереметьево аэропорт, все. Эти люди замолкают навсегда. Понимаете? И вот они говорят, с ним ему уже не поможешь. Максимум, что можно, не говорить, чтобы было полегче ему, да, чтобы его не сильно пытали. И еще есть у нас другие сыновья, другие родственники, которые тоже пострадают, если это сделать. Во время тирании самое лучшее средство – это просто держать рот на замке. Другого выхода нет. И я говорю, дайте мне фамилии, дайте имена, давайте я скажу. Нет, не называй наших имен. И не может Германия этого не понять. Не может этот мир этого не понять. Это что это за мир такой? Что это за правовые государства такие? Если вот так нас выдают на смерть. Таких случаев много. Есть другой пример. Молодой человек, тоже просит не называть имени, которого депортировали из этой страны, который был вынужден уехать, точнее, из этой страны. Был на митинге, на сходе, когда с курдами были какие-то. Тоже провокация была чистой воды. Мы, чеченцы, тоже должны аккуратно относиться к этому. Так вот, вот этот молодой человек оказался на сходе, где там был какой-то конфликт с курдами. Его забирают. Тут выбегает камера, он говорит, и его снимают, говорит, салафит, салафит. И вот теперь все, у него стоит печать где-то там в базе. Что он салафит? Этот человек не салафит. Этот молодой человек абсолютно никаких салафитских. Салафит что значит салафит? Не исламист. Салафит это нормальное религиозное течение, которое по конституции обязано защищать. Но придумывают нам разные ярлыки, говорят, это салафит, это там какой-то там суфит или еще какой-нибудь. И этот человек абсолютно не опасен. Понимаете? И ему ничего нельзя сделать. У него здесь жена и 2 маленьких детей. Он не может остаться здесь только потому, что кто-то в полиции или в спецслужбах решил сделать на нем галочку. И таких случаев, все, человек уже, печать стоит, все, этот салафит опасен. Это должно быть изменено. Или я не знаю, что должно произойти, но это должно быть изменено. Это так не может продолжаться. Не может Германия называться правовым государством, когда происходит такое. Не может Германия оплакивать 80-летней давности геноцид, да, который они совершили над евреями и другими народами. И сегодня пособствовать новому геноциду. Это просто у меня в голове не укладывается. Я призываю всех немцев, всех порядочных людей, всех адекватных людей, обратите на это внимание. Я призываю там всех интеллигенцию, научную интеллигенцию, творческую интеллигенцию. Посмотрите, что происходит. Мы не враги Германии. Мы абсолютно
цивилизованные, абсолютно демократические люди. Да, кто-то так исповедует религию, кто-то так, но никто не угрожает. На нас делают результат. Результат делают в Чечне, результат делают в России, результат делают во Франции, результат делают в Германии. Хватит. Я не могу больше молчать. Мы не будем молчать. Мы должны поставить точку. Давайте, мы не вещь, которой можно торговать. Понимаете? Это у меня в голове не укладывается. Я верил в эти демократические принципы. Я верю в них до сих пор. Но я не могу позволить вот так над моим народом издеваться. Так что будем что-то делать, что-то будем предпринимать. Для этого мы должны все выйти на митинг. Так, я перемотаю, господа. Минкел Мализаев. Аслан, почему по кличке Тук-Тук Дугазаев и подобное ему не депортируют? Он же путинский террорист и шнырь Кафырова Рамзана Владимировна. Да, Минкаев, это очень интересный вопрос. Это очень интересный вопрос. Я не знаю, почему его не депортируют. Есть информация, что этот человек закошен, да, у него возраст другой, чем есть реально, да, который тут он говорит. Да и по внешнему ему видно, что он старше, чем он там говорит. Я читал об этом. Этот человек представляется представителем Кадырова. Кадыров подозревается в организации убийства Умара Исмаилова в Вене. Кадыров подозревается в массовых убийствах, в массовых преступлениях, нарушениях прав человека. Этот человек здесь открыто заявляет, что он представитель какого-то там Кадырова. Но почему власти терпят, это понятно. Это непонятно, но это еще куда ни шло. Почему мы, чеченцы, это терпим? Почему здесь человек, который называется себя, это предатели, они служат врагу, они служат оккупанту? Почему мы, чеченцы, не собираемся? Да, морду набить мы можем. Не надо никому набивать морду. Это им на руку. Если мы набьем им морду, они будут защищены. Эти люди должны быть, мы должны на митинге говорить, мы должны писать во все инстанции. Надо вышвыривать этих всех. Здесь никого не должно быть, кто поддерживает Россию. Тот, кто поддерживает Россию, должен убраться в Россию. Понимаете? Раньше, в советское время, били по морде за то, что ты за коммунистов, за красных. А здесь сидят, тут как бы себя там позиционируют какими-то там серьезными людьми. Это обыкновенные клопы, это вши на собаках, на кошках, которые бывают. Им ни одного места здесь не должно быть. Их надо выкидывать к чертовой матери отсюда. Никого здесь не должно быть, кто поддерживает Россию и прибежал и говорит, что нам было плохо от России, получил здесь позитив и так далее. Все вон! И нету такого. Мы должны четко распределиться. Свой-чужой. Да, есть такая в военной сфере ракета, когда распределяет свой-чужой. Мы четко должны распределить, кто свой, кто чужой. Если ты не свой, мне один звонит, этот из кадыровцев, как бы он не кадыровец, но он как бы из-за кадыровцев, из-за этого, он за чеченцев. Так вот, если ты меня смотришь, не буду сейчас пока то имя называть, это не чеченцы, это россияне, они за русских. И вот тот, кто за русских, он не может быть за чеченцев. У нас Россия идет война. И пока мы не подпишем новый договор о мире, который они нарушили, русские первые нарушили договор о мире, который мы подписали в 1997 году, до тех пор нету никого, кто за Россию и он за чеченцев. Нет таких чеченцев. Понимаете?
А всех этих надо, мы должны выходить, мы должны говорить, и ничего мы не должны бояться, кроме самого страха. Что там кто дома будет пытать? Сейчас уже ничего они не сделают. Ничего не сделают. Мы должны четко дать понять. И тогда немцы обратят внимание. Например, мое мнение, я ни на что не настаиваю, но сидит человек, вот этот Тимур Дугазаев, представитель преступника. Это у меня в голове не укладывается. В каком мире я живу вообще? Убийцы, массового убийцы, Кадырова, и он об этом гордо заявляет. Так вот, этот представитель массового убийцы, он говорит, мне стоит в мечеть пойти, 3-5 минут поговорить, или 2-3-4 минуты поговорить, и я выясняю, что он ваххабит, и он опасен. Я так домысливая понимаю, что этот человек выясняет, кто он, если он открыто это немецким журналистам говорит, и бежит в немецкие спецслужбы. Значит, он с помощью немецких спецслужб выкидывает отсюда чеченцев, ставит на них печати, там, что они уже все, они опасны там и так далее. Ну, обычно стучит туда, и немецким спецслужбам это очень выгодно. Ну, хоть какой, мы-то не идем на контакт со спецслужбами, с полицией, мы-то ассоциируем себя на самом деле бандитами, которых нас Россия называет. Мы уже сами поверили, что мы бандиты. Нет, мы не бандиты, мы государственники, это они бандиты. Мы должны сотрудничать с немецкими правоохранительными органами. Мы должны прямо открыто говорить, они, полиция, наши друзья. Мы должны быть их союзниками, мы никакие не преступники. И вот он говорит, что вот их там, я 2-3 минуты, какой большой специалист, где его так подготавливали, интересно, что за 2-3 минуты он выясняет, что человек ваххабит, и он опасен там, что он взорвется, поедет, что-то он сделает. Какой этот очень такой проницательный человек. Именно поэтому, мне кажется, его держат. Может быть, еще какая-то причина. Так вот, для того, чтобы этих людей тут не держали, а здесь демократия, здесь не решает какой-то начальник полиции или начальник спецслужб. Нету такого, как в России, там генерал ФСБ это король. Нет такого здесь. Да, конечно, у него есть рычаги, да, конечно, он может испортить прессе, захочет кому-то жизнь, но при всем при этом здесь работает демократия. И мы, выходя на митинг, перечень, список подаем, говорим, вот эти люди, преступники, они работают с оккупационным режимом. Все. Мы должны до этого доносить. И когда мы это будем доносить и не бояться говорить об этом, об этих преступниках, этот преступник ведь, этот Тимур Дугазаев, не боится открыто говорить. Я говорю 3-4 минуты с ваххабитом и выясняю, что он ваххабит. Где вот братья-мусульмане, которые должны дать отпор этому? Он их выдает. Он нас, всех чеченцев, выдает. Мичабу кенты. Бац. Хабардиц, бац. Йох мажвах, я ценарнах, кир беш лилш, беш бац. Шаш, تعديش بيش تعدبغن بيل تعبويلا قيد عبيش بات خبر ديتسن بيه دور митинг, да, здесь царь Латвии шват. Если мы будем их бить, угрожать им, это на руку. Кто такой Тимур Дугазаев? Он 0. Кадыров 0, этот еще больше 0. Понимаете? Как только мы ликвидируем там, нападем, изобьем, еще что-то, кто-то из нас, этого Тимура Дугазаева, все, мы абсолютно становимся опасными. Тот, кто нападет на этих бандитов, на этих клопообразных, они наносят нам удар. Это запомните, мы ни в коем случае не должны нарушать закон. Я всех категорически призываю. Мы должны категорически всегда соблюдать закон. Всегда обидно, тяжело там и так далее. И да, мы соблюдаем закон. Всегда. Наша сила это наше соблюдение закона. Нет нашего соблюдения закона. Вы вредитель, тот, кто не соблюдает закон. Вы наносите вред. Оставим чеченское в Чечне. Мы не находим. Это другая юрисдикция. Мы у себя в Чечне, в нашей юрисдикции, в соответствии с нашим законом, можем что-то делать. В соответствии с законом. А кто-то, кто нарушит, и в Чечне тоже будет наказан.
нашей свободной Чечне. Здесь же мы, попросив у людей гостеприимно помощи, нам гостеприимно оказали, все необходимое нам дали. Поэтому мы должны все в рамках закона. Любой, кто нарушит закон, он является врагом чеченцев. Запомните это. Это не просто громкие слова, это так и есть. И вот мы должны всячески, как мы только можем, доносить нашу правду о клопообразных, о других вещах до властей. Это абсолютно нормально. Это там вот беттердачуны. Церма алар сунч хочдер душуны. Потому что они здесь находятся в Европе, называя нас врагами. Чечню, Россия, что им навредила, прибежали сюда и потом оказались здесь. И вот это на митинге надо говорить. И каждый раз надо собираться. Не здесь вот Хабанхов, где собираются на свакуйся, на тунчку и шляхту. Да? А надо собираться и конкретно доносить свои права. За нас наши права никто не будет отстаивать. Запомните это. Так что вот такие вот дела, господа. Вот, Минкайл, я чуть-чуть развернуто ответил на твой вопрос. Вот почему не депортируют. Потому что я считаю, 90% вины во всем лежит на нас. Это не преувеличение. 10% вот это провокации, информационные вбросы, законы, которые против нас пытаются принимать. Конкретно против нас законы не принимаются. На местах действуют силовые, вот это исполнительная власть пытается как-то себе сделать очки. Везде же говорят чеченские террористы. Значит, надо показать, как они там, какого игиловца задержали, какого-то там мафиози задержали. Написала пресса, что мафиози. Надо обязательно доказать, что вот мы работаем, чтобы у нас все было круто. Понимаете? Поэтому мы должны всячески доносить нашу правду. А кто не доносит правду, тот не работает. И эти 10%, которые на нас оказывают влияние, мы победим. Спокойно. Так что вот такие вот дела. Так, господа, я перемотаю. Так что, если хотите, задавайте вопросы. Халид Хангириев, у нас с вами вечеряли в Европе. Хаят, Эль. Так, господа, я отвлекся, и вы уже между собой тут тоже бьетесь. Так. Поищу ваши вопросы. Так, не забывайте про акцию против лжи и депортации, которая состоится завтра в Берлине в 14:00 перед Бранденбургскими воротами. Не забывайте. Тот, кто не придет, у того пускай шишка на лбу, большой прыщ на лбу вырастет. Так, как найти? Европейцы боятся бороду, считают, что можно укоротить бороду. И ради того, чтобы на нас не вешали ярлыки, и более важно, чтобы не выдавали. Можно же укоротить бороду, это же не принципиально. Да, конечно, не принципиально. Даже носите эту бороду. Ну, если твоя религия разрешает, здесь статья 4 основного закона, да, Конституции ФРГ, твоя религия неприкосновенна. Просто заставляйте работать этот закон. Просто реагируйте, когда только что-то происходит. Сразу реагируйте. Не надо просто сидеть тихо где-то спрятавшись. Ой, там, я ничего не могу. Нет. Надо сразу же реагировать. Свои права надо защищать. Всегда.
Эдуард Мамедов, Аслан, ты абсолютно прав. В Америке тоже очень много русофобов и сидят на соцпакетах. И надо выявлять в правовом поле. Да, совершенно верно, Эдуард. Но ваши-то просто сидят там, вам хоть не мешают. А наши, вот этот Тимур Дугазаев, он конкретно, сейчас статья у него была, он говорит, что сюда люди приезжают и врут, что все дома плохо, но на самом деле все хорошо. Да это абсолютная ложь. Абсолютная ложь. Как там может быть хорошо, если тебя убивают каждый день, если тебя пытают, есть уровень страха, как во времена сталинского большого террора. Что еще должно быть с людьми? Так, только смешной. Аслан, прямой эфир будет вместо митинга? Я думаю, будет, но ничего не обещаю, потому что я как организатор, у меня будет много, полно дел. Я постараюсь, конечно, что-нибудь там замутить, но ничего не обещаю, постараюсь. Хотя, может быть, перед началом эфира я опять выйду в эфир, позову всех, может быть, что-нибудь попробую, посмотрим. Потому что у меня до начала митинга будут там несколько встреч, после будут встречи, и там журналисты будут, некоторые журналисты, кто не успеет, попозже придет, кто-то на митинге будет. Я во все средства массовой информации разослал об этом, и я думаю, что мы привлечем, ну, уже некоторые журналисты дали свое согласие, ну а так посмотрим, смотря сколько нас будет. Если узнать, что нас там 1000 человек, я абсолютно уверен, все средства массовой информации Германии туда приедут. Все зависит от нас. Чуацаш, не сидим дома, выходим. Призываю всех, кто живет в Берлине и не в Берлине тоже, приезжайте. Фундук, я живу в Чечне, могу подтвердить каждое слово. Они уже этого Ахмада уровень пророка возвели. Так, давайте я перемотаю. Садмин, Аслан Чеченский, почему спутала? Разве он так? Это не мне, это не мне. Ну, уже вместо... Так, Дейрейс хуй Аслан ху. Армалила, Дивар Духвик, Халид Хангиев. Дейрейс Масар Нахуй. Да, Мула. Ахмед Мухаммед. Ассаламу алейкум, брат. Я отправил твой имейл, сообщение. Отвечай, пожалуйста, по возможности. Постараюсь. Сидан Дара. Аслам Баркал за эфир. Всем, пожалуйста, всем Баркал. Так, давайте мне тут эти еврейские, антиеврейские вот эти споры прекращайте, господа хорошие. У меня очень много друзей евреев, нам евреи помогают, помогали и будут помогать. И мы должны уважительно относиться к этому народу. Этот народ заслужил уважения. И если вас, нас, да, чеченцев, называют бандитами, террористами, и вы с этого удивляетесь, то поверьте, не только одних нас могут называть, и не только об одних нас могут говорить ложь. Про них говорят то же самое. Так, Яна из Магадана. Аслан, не могу найти вас Инстаграм. Подскажите, как вас найти. Я есть Фейсбук. Инстаграм у меня заблокировали. Фейсбук у меня есть. Можете там посмотреть под описанием видео. Зокро-окро. Все кавказцы, кто живет в Европе, придите на митинг. Да, приходите, не только Кавказ, все приходите. Так, я думаю, на этом мы закончим наш сегодняшний эфир. Завтра нам утром вставать, ехать, далекий путь. Даст Бог, завтра увидимся. Завтра в 2 часа, в 14:00 по Берлину я выйду. Это будет где-то 13 часов, по-моему. Да, по-моему, это вот так. 13 часов по Москве это будет. Ну, в любом случае, я сделаю анонс и увидимся. Да, Сима Серия Дуэль Ливан Магомедов. Так что
Всем ассаламу алейкум. Влад Суровцев, спасибо всем, все, спасибо, всем спасибо. До свидания, ассаламу алейкум. Давайте.